Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 18 сентября. Это у нас с вами четверг. Смотреть будем на колоде пасьянс. Все знаки по очереди от Овнов до Рыбок. Первый Овен. 18. Забыла сказать. Посчитала карту дня. У нас с вами выходит Иерофант. Как мы считаем? 1 плюс 8 плюс 9 месяц плюс 9 год. Получается у нас с вами 27. Так как такого аркана нет, мы отнимаем 22 старших аркана 27 и получаем разницу 5. Это значит, что на этот день будет влиять 5-й старший аркан. Иерофант. Иерофант это карта учителя. Поэтому я думаю, что в этот день мы можем сталкиваться с людьми, которые будут пытаться нам что-то навязать, чему-то научить, что-то подсказать. Причем вне зависимости от нашего желания. Так что сейчас посмотрим, что нам покажут еще карты. Овны, 18 сентября, четверг. События дня. Первое, что я вижу, это яблоко, слезы, чемодан. Может быть, вы с кем-то будете прощаться, расставаться в этот день. Слезы расставания. Успех. Лавровый венок. Дерево. И расческа неприятность. Так, да, и еще и колодец есть. Разочарование может быть какое-то в этот день. Горизонталь, вертикаль я больше не вижу. Значит, получается, в этот день слезы. Временная разлука, расставание с кем-то, чемодан, успех в делах, приглашение, вот это плюсики, приглашение, успех в делах, неприятность и сильные глубокие переживания, глубокая печаль. В принципе, тут и слезы, да, тоже на это указывают. Поэтому какая-то неприятность может быть, но при этом будет и успех в делах. Так что такой день неоднозначный у вас, Овны, четверг. Благодарю за внимание. Предупреждение для вас есть, имейте в виду. Переходим к Тельцам. Так, Тельцы. 18 сентября. Тельцы, события дня. Так, Тельцы, четверг. Смотрим. Корабль. Первое событие. Лебедь, второе. Чашка, третье. Будильник. Бокал. Гости, бокал. Может быть, даже на определенное время будильник. Метла.
Ссора на застолье можно прочитать. А еще иногда метла — это уборка. Да, вот подготовка, наведение порядков. Да, вот перед каким-то застольем тоже можно таким образом прочитать. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, смотрите, что у вас выпало, тельцы. Четверг. Ожидание. В этот день вы точно будете кого-то или что-то ждать. У вас будут гармоничные отношения в паре, возможно, даже события. Часто лебедь указывает на парное событие. Гости, застолье. Вот, может быть, вместе пойдете парой, либо это у вас событие, к вам приходят гости. Гости, застолья. Время показывает, что в этот день у меня все распределено по чуть ли там не по минутам. И очень часто время — это как предупреждение, что что-то может где-то там не стыковаться, вы можете там опаздывать или спешить, поэтому со временем могут быть сложности. И если выпадает будильник, лучше давать себе больше запаса времени, чтобы у вас был этот люфт на всякий случай. Ну и ссора. Ссора. Небольшая, это не скандал, но какие-то разногласия, споры могут быть в этой карте. Иногда проигрывается как уборка. Тоже, ну, метла, да, прямое значение. Поэтому вот такие события для вас. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу я к близнецам. Так. Близнецы, 18 сентября. Близнецы, 18 сентября. Угу. Первое событие — сундучок. Дом. Молния, рыба. Угу. Также еще есть метла по горизонтали. Роза есть по горизонтали. Проверяем вертикали. Смотрим, здесь карты нет, здесь нет, 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 нет. И тоже не вижу. Значит, смотрим, что выходит. Первое событие — финансовые поступления у вас будут в четверг. У вас будут какие-то события, связанные с семьей, с домом в этот день. Дальше приятная встреча, свидание, новости. Новости какие-то экстренные, шокирующие могут быть. Новости в электронном виде, ну типа там в телеграм-каналах, смс-ки, вот такие какие-то, знаете, которые ошарашить могут. Дальше скользкое дело, рыба. Это когда вас пытаются втянуть в какую-то историю неприятную. Поэтому рыба — это всегда предупреждение. И ссора еще выпала. Вот из минуса у вас рыба и метла. Метла — это ссора, выяснение отношений. Ну, может быть, да, после вот этой вот рыбы вы поймете, что вас тянули в какую-то историю, и будете возмущаться, будет какое-то вот маленькое выяснение отношений. Поэтому для вас два предупреждения на четверг, близнецы. Благодарю за внимание и переходим к ракам. Раки. 18 сентября. События дня.
месяц первое событие. Яблоко. Корона. Ага, и тут еще вот есть 2 кольца рядышком. Ключ. Ну, либо второй вариант, еще видите, змея тоже. Здесь можно и змею соединить. Я увидела ключ, оставляю его. Если вы увидели змею, тогда у вас она будет проигрываться. Подарок. Успех и подарок. И опять же 2 события. Дерево и ножницы. Да, вот можно и так соединить. Так, я оставляю ножницы. Если вы увидели дерево, у вас проиграется приглашение. Значит, смотрим. Ага, также еще и есть подкова. Ну, у вас прям классный день. Я думаю, что слезы проиграются как слезы радости, потому что плохих событий нет. Не, рыбу нельзя, получается. Эту карточку держит успех, и я ее не могу перевернуть. И хорошо. Значит, смотрите, событий много, и большинство событий очень позитивные, классные. Первое у нас с вами выпадало, это какое-то событие, которое имеет цикличность. Оно может происходить, например, каждый месяц 18 числа с вами. Ну и плюс-минус там 17-го, 19-го. Какое-то событие. Дальше может быть тайная встреча, тайное свидание в этот день. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком, статусным. Ключ – это возможность открыть какие-то двери, которые до этого были закрыты. Также это... Ключ всегда показывает, что все в наших руках. Знаете, это как волшебная палочка. Вот все, чего ты пожелаешь, все буквально в этот день можешь получить. Также у вас идет успех в делах, решение вопросов, ножницы, подарок и успех, удача. Может быть, конечно, тут не последнюю роль сыграет удача в этом успехе, в решении этих вопросов. Но тут, видите, карты говорят, ну ключ, у тебя же тоже есть ключ в руках. Поэтому тут не только удача. Удача, ну, хорошее сочетание. Удача и плюс ваши какие-то внутренние возможности, они соединяются, да, и это приводит к успеху и к решению вопросов. Так что вот такой у вас замечательный день, раки, четверг. Благодарю за внимание и переходим к львам. Так, львушки. 18 сентября, львы. События дня. Угу. Чемодан. Корону нельзя. Конверт. Бабочку нельзя. Два кольца. Ножницы нельзя. Роза. Так, ну и смотрим горизонталь, вертикаль. Обязательно тоже проверяем. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И здесь тоже не вижу. У вас, смотрите, интересно, выпало не просто свидание, а тайное свидание.
Так, значит, 4 события получается. Первое, временная разлука, расставание. В этот день чемодан. Чемодан, рюкзак, вещи. Да, вот что-то может быть связано с этой темой. Получение новостей, информации. Может быть просто получение чего-то, например, там посылки, либо какого-то документа. Дальше свидание. Свидание, но свидание непростое, оно какое-то будет тайное, скрытое. То есть вы пойдете на эту встречу, и от кого-то вы эту встречу будете утаивать. Или еще иногда проигрывается, допустим, кто-то идет на какую-то встречу, и встречу от вас скрывает. Да, вот как бы вам показывает, что от вас идет какая-то тайная встреча. Поэтому тут и так может отыгрываться. В общем, вот такая информация для вас, девушки, на четверг. Благодарю за внимание и переходим к девам. Так, девы. 18 сентября. Девы, события дня. 18 сентября. Девы. Поехали, четверг, смотрим. Ключ, первое событие, ключик. Угу. Флаг. Это хорошо. Лебедь. Книга. Ой, не перевернула. Книга. Ой, расческа. Испортила всю картину. Такие хорошие события были. Смотрим, значит, здесь цветочек, к сожалению, нельзя. Здесь нет, нет, нет. Нет, и здесь тоже нет. Вот все было так хорошо, на тебе эта расческа в конце выпала. Первое событие было ключ, показывало, что в принципе для вас в этот день открываются двери, которые были закрыты. Да, ключ это, кстати, еще знание. Да, вот если брать с жрецом, если вы посмотрите на карте, здесь видите, ключи нарисованы. Да, то есть у него есть ключи, у него есть знания от дверей, которые для многих людей закрыты. Поэтому тут есть такая, знаете, особенность для вас этого дня. Победа. Возможно, да, вот ключ поможет вам прийти к какой-то победе, к какому-то достижению. Также еще выпадает госучреждение, книга «Казенный дом». Ну, либо какие-то вопросы, например, которые мы решаем с документами, справками, бумагами. А потом тут вот, я так понимаю, что все может пройти очень удачно, с результатами, с победой. Также гармоничные отношения в паре могут быть. И вот эта неприятность, понимаете, одна выпала. Что за неприятность, как проиграется, ну тут сложно сказать. Больше никаких событий нет. Может быть, это даже не у вас будет. Может быть, вы будете свидетелем чьей-то неприятности. Либо иногда, знаете, бывает там какой-то фильм смотрим, да, где человек там преодолевает какие-то проблемы, сложности, трудности, неприятности. И так даже иногда проигрывается. Поэтому тут вот как оно будет, не могу сказать. Но в целом радует ключ и радует флаг в этот день. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. Весы, 18 сентября. 18 сентября, события дня, весы.
четверг. Сразу же цыпленок выпадает первым событием. Угу, месяц. Причем семейная жизнь, ребенок, месяц. Цикл какой-то. Корону нельзя. Ага, якорь еще есть. Якорь. Сундук. Сундук хорошо. Здесь не вижу. Значит, смотрю горизонталь, вертикаль. Есть еще чашка чая на четверг. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет, не вижу. И здесь вроде бы тоже не вижу. Получается 5 событий. Первое событие общение с семьей, с детьми в этот день, цыпленок. Ну, чаще это дети, внуки, чем семья даже. То есть кто-то, о ком нам надо заботиться, да, как о цыпленке. И причем, смотрите, интересно, что выпало рядом месяц. То есть это как некий какой-то цикл, как будто бы периодически в какой-то день, да, допустим, там какого-то числа вы должны проводить время там с детьми или внуками. Или, может быть, там, не знаю, раз в месяц родительское собрание, да, в этот день. То есть вот какое-то событие цикличное, связанное с ребенком. Дальше якорь. Якорь показывает, что будет на какое-то время остановка, пауза. Видите, и ничего вокруг не происходит. То есть как будто бы вы будете на одном месте долго находиться. Дальше будут финансовые поступления в этот день и, возможно, гости. Может быть, якорь в гостях будет. Да, в гостях заякоритесь. Или к вам придут гости и долго у вас пробудут. Может быть, опять же, это как-то связано с вот этим событием, которое происходит цикличным. Да, там раз в месяц вы договариваетесь, там к вам приходят родственники в гости. Ну, то есть тут это уже, да, моя фантазия, я уже придумываю. Ну, вполне может быть. Гости с Луной вместе проявляются. Ну, ничего плохого здесь мы с вами не видим, и слава богу. Да, наша задача посмотреть, есть ли какие-то предупреждения, какой-то негатив. Ну, нет, здесь в вашем случае негатива я не вижу. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Так, скорпиончик. Смотрим четверг для вас. 18 сентября. Четверг. События дня. Четверг. События дня. Кровать сразу первое событие. Ну, если первым выпадает, обычно это с утра лень куда-то вставать. Лень вставать в госучреждение, на работу или по делам идти. Глубокая печаль, колодец. Шарики нельзя. Будильник. Кстати, с будильником можете проспать. Если выпадает первая кровать и будильник, это можно проспать в казенный дом, проспать в госучреждение. Ну, допустим, там в школу, в садик, на работу, в больницу и так далее. И разочарование. Дерево приглашения. Сундук. Так. Смотрю горизонталь, вертикаль.
Не вижу совпадений. Значит, получается, смотрим, у вас кровать. Ну, основное значение, да, которое автор закладывал в колоде, это интимная связь. Ну, опыт показывает, что это не только интимная связь, да, то это может быть и желание там пораньше лечь спать, если эти последние события. Если это первое, то нежелание с утра вставать может быть. Дальше посещение госучреждения, казенный дом. В этот день приглашение. День может быть расписан по часам, если будильник выпадает, да, вот буквально там несколько встреч, все на определенное время, когда нужно, да, вот состыковать время, может быть, там с кем-то. И с этим будут проблемы. Если будильник выпадает, он говорит, с этим будут проблемы. Возможно, начнутся прямо с утра, да, потому что там проспали какое-то время определенное. Разочарование может быть и финансовые поступления. То есть из плюсиков финансовые поступления, приглашения, госучреждения, а из минуса это время и разочарование. Ну вот такое предупреждение. Так что со временем вы дружить не сильно будете в четверг. Надо себе как-то давать какие-то запасы, чтобы было место для маневра, так сказать. Благодарю за внимание и перехожу я к стрельцам. Стрельцы, 18 сентября. 18 сентября, четверг, события дня. События дня. Угу. Прекрасно, стрельцы. У вас первое солнышко вижу. Цепь. Ну, не самое позитивное событие, но вам оно, похоже, настроение не испортит. Шарики. Бабочка. Чемодан нельзя. Череп. Так, ну здесь, смотрите, здесь два события. Кровать и книга. Я увидела кровать. Видите, если вы увидели книгу, когда я взяла карту, тогда у вас проверяется казенный дом. Если увидели, как и я, кровать, тогда интимная связь. Особенно, ну еще последним, если выпадает, то может быть желание пораньше лечь спать. Усталость, например. Также, ага, тут смотрите, еще вам еще и тайное свидание сюда к кровати. Тайное свидание и кровать. Ну, вряд ли тут речь пойдет о сне. Так. Смотрим еще. Нет, больше не вижу. Получается, в этот день у вас классное настроение, солнце, вы счастливые, довольные, у вас хорошие новости, может быть, из-за хороших новостей. Хорошие новости радостные, у вас какой-то деловой разговор может быть, из минуса нерешенный вопрос, вот, может быть, разговор пройдет, а вопрос не решится. А ну, сейчас посмотрим ножницы, где у нас, раз, половинка, ага, ой, далековато. Скорее всего, что вопрос решится еще не скоро. Может быть, вы поэтому особо не расстраиваетесь. Дальше, значит, деловой разговор, нерешенный вопрос. Может быть ухудшение самочувствия или будут решаться какие-то вопросы, связанные со здоровьем. Череп часто указывает на наше тело, скелет, кожу, поэтому тут вот вопросы здоровья. Интимная связь и тайная встреча. Ну, тут как бы все очевидно. Но только непонятно, почему в тайне. Да, то есть карта показывает, что это, скорее всего, будет в тайне от кого-то. Ну, вот такая вот информация для вас. Благодарю за внимание, стрельцы, и перехожу к козерожкам.
Козероги, 18 сентября, события дня. Ну, первое, что я вижу, это яблоко. Ножницы. Череп. Возможно, слезы могут быть связаны с какой-то болью. Болью в теле. Угу. Бокал. Свиток нельзя. Подарок. Венок нельзя. Также весы. Змея. И горизонталь, вертикаль я не нашла совпадение. А, есть, колокольчик есть. Одно есть. Значит, смотрите, что вышло у вас. Выпали слезы, яблоко, и выпало здоровье. Тоже вот рядом с темой здоровья выпали слезы. Может быть, какая-то острая боль будет, как вариант. Может быть, какая-то болезненная процедура. В общем, здоровье, слезы, застолье может быть, решение какого-то вопроса, подарок, пустые разговоры, болтовня, сложный выбор, весы. Будет два варианта, и будете сомневаться между двумя вариантами. И встреча, общение со змеей. Ну, кстати, вместе с черепом это может быть человек из медицины. Врач, медсестра, стоматолог, там, не знаю, какой-нибудь кардиолог. В общем, все, ну, кто-то из врачей. Потому что змея у нас связана с медициной. Вот такая вот информация для вас. Из хорошего решения вопроса подарок, застолье. Из минуса тема здоровья и сложный выбор. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. 18 сентября, четверг, события дня. Водолеи, четверг. Ух ты, у вас у единственных выпало два сердца. Больше, по-моему, ни у кого не выпало. Замочек. Метла. Слезы. Ну, такое себе сочетание. Два сердца, любовь, ссора, слезы. Хотя события могут проигрываться отдельно, не вместе. Колокольчик. Не сказала, расческу нельзя соединить. Так, давайте посмотрим еще, что здесь. Ну, я не вижу
горизонтали, вертикали совпадений. Получается, первое событие – любовь. Показывает, что все может быть хорошо в личной жизни в этот день. Какие-то свидания, там, флирт, романтика и так далее. Дальше открытие секретов тайн. Замок открывает тайны. Небольшая ссора, выяснение отношений, слезы. И пустые разговоры, болтовня. Ну, можно, конечно, предположить, что будет какой-то разговор. В разговоре откроется какая-то информация, которую вы не знали. И это может привести к ссоре. Но опять же, да, это моя фантазия, это я так соединила, придумала. У вас это вообще может быть отдельно ссора с кем-то, отдельно какая-то информация, да, тайна, и отдельно просто какой-то пустой разговор. Так что такие события для вас, Водолеи. Благодарю за внимание. Перехожу я к рыбкам. Рыбы. 18 сентября. Рыбы. События дня. Смотрим рыбы. Так, чемодан первый, чемодан и ножницы. Свиток нельзя, потому что чемодан уже зафиксировал эту карточку. Угу. 2 кольца еще есть у вас. Есть сердце. И смотрим. Подарочек нельзя. Здесь нет, здесь нет, здесь тоже не вижу. 4 события. 4 события. Первое. Временная разлука, расставание с кем-то, либо встреча после разлуки. Так тоже может быть. Дальше. Решение вопроса в этот день, в четверг. Ну, это связано с работой, с делами. Дальше. Тайная встреча и друзья. Возможно, тайная встреча с друзьями, как вариант. Ну, либо, не знаю, тайная встреча с кем-то и отдельно общение с другом, подружкой. Может быть, подружке будете рассказывать, да, об этой тайной встрече. Еще вот так, как вариант, может проиграться. Так что, рыбки, в принципе, у вас тут все хорошо. Общение с друзьями, решение вопросов. Никаких плохих событий я тут у вас не нашла. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.